В этом году славный народ Таджикистана отметил 30-летие государственной независимости на высоком уровне самосознания, гордости за новую национальную государственность, большую политическую культуру с уникальными трудовыми достижениями. Защита национальных ценностей, государственной независимости, суверенитета и целостности нашей любимой Родины считается главной целью всех гордых граждан страны. Именно благодаря неустанным усилиям таджикского народа и всех таджикистанцев под руководством лидера нации обеспечиваются права и свободы граждан, люди живут и работают в атмосфере мира и безопасности. Наличие независимого государства, национального языка, традиций, цивилизации на протяжении более 6 тысяч лет считается самым ценным достижением таджикского народа. Но, к сожалению, все еще есть люди, находящиеся под влиянием чуждых элементов и совершают преступные действия. Они нарушают покой людей, препятствуют развитию различных отраслей общества. Организованные преступные группы заманивают ничего не сведущих молодых людей в свою западню и используют их как инструмент совершения противоправных действий для достижения преступных целей. 25 ноября 2021 года в 11 часов 30 минут для задержания жителя села Тавдем Рошкалинского района Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан Зиёбекова Гулбидина Зиёбековича, который обвинялся по уголовному делу номер 61154 за взятие в заложники работника прокуратуры района по материалам органов прокуратуры, были налажены оперативно-розыскные мероприятия. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам органов госбезопасности, открыв огонь из пистолета Макаров, который носил при себе незаконно. Одна пуля попала в правый рукав военного кителя сотрудника органов госбезопасности и прошла на вылет. В результате ответного огня сотрудников правоохранительных органов обвиняемый Зиёбеков был ранен и скончался по дороге в больницу в город Харок. В ходе осмотра и организации следственных действий на месте происшествия со стороны органов прокуратуры Горно-Бадахшанской автономной области обнаружено огнестрельное оружие, пистолет марки Макаров серии РУ номер 1100 с одним магазином, внутри которого было 5 боевых патронов калибра 9 мм, 3 гильзы калибра 9 мм в качестве вещественного доказательства. Обвиняемый Зиёбеков Гулбидин Зиёбекович, рожденный 1 июля 1992 года, уроженец и житель села Тавдем Джамуата Гадуалиева Рошкалинского района, таджик, имеет высшее образование. В 2021 году развелся с женой, имеет одного ребенка, являясь главарем одной из организованных преступных групп Рошкалинского района, причастен к попытке захвата власти, препятствию работе правоохранительных органов, противодействию представителям власти, в адрес которых допускал оскорбления, угрозы, призывы к возбуждению чувства местничества. Для Зиёбекова совершение преступлений, высказывание оскорблений и угроз, проявление насилия стало обычным явлением. Он регулярно препятствовал деятельности участковых инспекторов по месту жительства и в то же время мешал проведению проверочных мероприятий представителями государственных органов. В сентябре 2017 года Зиёбеков вместе с другими преступными сообщниками Алаватшоевым Самадом Мусалмоншоевичем, Полвоновым Киматшо Аловатовичем и другими криминальными элементами в количестве 20 человек напали на прокуратуру Рошкалинского района, оскорбляли районного прокурора Нарзулозода Анвара и вмешивались в расследование дела о незаконном строительстве дома в селе Тавдем, за что, согласно части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, предусмотрена уголовная ответственность. В октябре 2017 года группа под руководством Зиёбекова явилась в исполнительный орган государственной власти Рошкалинского района и оскорбила бывшего председателя района Султоноёбова Юсуфа. 15 августа 2018 года Зиёбеков со своими преступными подельниками с целью захвата здания исполнительного органа государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области насильно ворвались в него, избили бывшего председателя Горно-Бадахшанской автономной области Шодихона Джамшеда и сотрудников исполнительного органа государственной власти области. 13 октября 2018 года Зиёбеков принял активное участие в беспорядках в Хароге, призвав жителей оказать сопротивление государственным органам.
3 января 2019 года Зиёбеков принимал активное участие в нападении на постоянный блокпост Государственной автомобильной инспекции, расположенный в районе Тирчит города Харок, и вместе с другими преступными сообщниками участвовал в поджоге вагона блокпоста. 1 февраля 2020 года Зиёбеков вместе со своими криминальными связями Гуйбназаровым Парвизом Курбоназаровичем, Фрайдоновым Фирдавсом Суибназаровичем, Алуватшоевым Самадом Мусалмоншоевичем и другими избили заместителя прокурора Рушкалинского района Абирзода Абдусатора Исмоила и следователя следственной группы ОМВД Рушкалинского района Махмадова Хабиба Тоировича. اینترویو همیشه میگیرم یکی پول دیگه درش باید گل بدی برو گل کردم بافتو ما گوش کن اینا تام تجاتم لا بدا خواب نه خزن شهرك ما سيت خواب لو ما گوش کن قبزن گوش کن لا گیس گوش کن عبدالسلام گوش کن دوجنس چیه помощник در کجا روشخلا فامیل عبدالستار من دیگه نمیذارم تو نمی کارا کردی ها امی کارا را کردی تو عذر چیکار میکنی Зиёбеков и его сообщники намеренно снимали на видео и распространяли на интернет-сайтах все акты хулиганства, угроз и оскорблений в адрес государственных чиновников. Именно Зиёбеков взял в заложники помощника прокурора Рушкалинского района Абирзода Абдусатора Исмоила и в течение 8 часов держал в селе Анджин, где угрожал ему смертью и подвергал пыткам. Абирзода ехал на «Опеле» в сторону Харога. Ему перекрыли дорогу, вывели его из машины, взяли в заложники и оскорбили в зале хукумата района. Согласно части 1 статьи 181 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, захват заложника или удержание человека в качестве заложника в связи с угрозой смерти или причинения вреда его здоровью, либо дальнейшее задержание с целью принуждения, отказ физического или юридического лица от совершения каких-либо действий, совершенных в качестве условия освобождения заложника группой лиц с предварительного согласия, считается преступлением. Затем вместе с другими молодыми людьми из Рушкалинского района, в целом около 160 человек, силой проникли в здание исполнительного органа государственной власти района и устроили беспорядки и хулиганство. Зиёбеков в зале исполнительного органа государственной власти Рушкалинского района оскорблял сотрудников правоохранительных органов и пригрозил: «Нам уже все равно, мы совершим переворот». Оскорбления, нецензурные выражения или непристойные действия, совершенные гражданином или представителем государственной власти при исполнении служебных обязанностей, являются преступлением, предусмотренным частью 1 статьи 330 Уголовного кодекса Республики Таджикистан и привлекаются к уголовной ответственности Республики Таджикистан. Также, если действия лица направлены на насильственный захват органов государственной власти или действия, адаптированные к насилию, требования статьи 329 Уголовного кодекса предусматривают уголовную ответственность. План нападения заранее спланировали обвиняемый Зиёбеков Гулбидин Зиёбекович и его сообщники Гуйбназаров Парвиз Курбоназарович, Фрайдонов Фирдавс Суибназарович, Алуватшоев Самад Мусалмоншоевич и другие. С целью оскорбления и избиения помощника прокурора Рушкалинского района Абирзода Абдусатора Исмоила и вмешательства в служебную деятельность сотрудников правоохранительных органов были применены уловки и интриги жительницы села Юбен сельского джамуата Седжи Рушкалинского района Шоназаровой Зухро Гадомамадовны, 1997 года рождения. Якобы Абирзода Абдусатор регулярно звонил Шоназаровой Зухро и приглашал ее на встречу. Расследование этого дела подтвердило, что Абирзода Абдусатор никогда не встречался с Шоназаровой Зухро.
В те дни меня не было в Харуге. Тогда мне позвонили первый заместитель главы и руководитель аппарата и сказали, что в Рошкалинском районе группа молодых людей задержала помощника прокурора и доставила его в исполнительный орган Рошкалинского района. В нем приняли участие сотрудники исполнительных органов, правоохранительных органов и некоторые активисты. Они заявили, что сотрудники правоохранительных органов должны уважать достоинство наших сестер. Такие личности не должны работать в органах. Они должны находиться за пределами Бадахшана и потребовали, чтобы Абирзода попросил прощения у жителей Бадахшана. Когда я приехал в Харуг, то позвонил заместителю главы Рошкалинского района и спросил, почему вы не смогли этого предотвратить, почему правоохранительные органы не смогли решить вопрос. Заместитель председателя района сказал, что инцидент произошел в короткие сроки. Собралась большая группа молодых людей, очень эмоциональных, и привела помощника прокурора в органы. Позже мы узнали, что тот помощник прокурора позвонил девушке Шоназаровой, жительнице Рошкалинского района, и когда молодые люди узнали об этом, они разозлились и хотели его привести и наказать, и чтобы он извинился. Когда произошел инцидент и начались разыскные работы, я попросил всех причастных явиться в областную прокуратуру и дать показания. Я сам воздействовал, чтобы ребята пришли и написали объяснительную. Все должно быть проверено в рамках закона. В те же дни в Харуге распространились слухи о том, что Шоназарова подверглась оскорблениям и насилию в областной прокуратуре. Я был в рабочем кабинете, позвонил дежурный и сказал, что к вам приехала девушка из Рошкалинского района с отцом и еще несколькими молодыми людьми. Я сказал, что приму их днем в 16:00 часов, но я буду принимать только девушку и ее отца, а также пригласил первого заместителя председателя области Мирзонабота Алишера Худоберди и сказал, что мы вдвоем поговорим с этой девушкой и ее отцом. В 16:00 часов приехала Шоназарова с отцом, и еще несколько человек настояли, чтобы они тоже приняли участие, поговорили и посмотрели, как проходит разговор Шоназаровой с главой области. Я сказал «хорошо», велел ему зайти и послушать, если нужно. Потом они пришли, там была девушка, был отец, и я узнал среди них Сорбона, мы работали вместе. Позже мы узнали, что Гулбидин тоже был там. Они сели по одну сторону, мы с Мирзонаботовым по другую. Я обратился к Шоназаровой и сказал ей, что обращаюсь с ней не как председатель, а как отец, как человек одной религии, чтобы она сказала мне правду, что случилось в Рошкале и в областной прокуратуре. Шоназарова сообщила, что ее депортировали из Москвы, России. Когда я приехала в Рошкалинский район, то захотелось вернуться в Москву, поэтому мне пришлось получить заграничный паспорт на вымышленное имя, потому что я не могла поехать со своим паспортом. Я пришла в Рошкалинское ОМВД. Я подала заявление, и мне сказали, что это невозможно. Сотрудник отдела Мамадов Хабиб из села Тавдем сказал, я помогу вам с этим. Потом попросил принести 300 сомони и мелкое домашнее животное – козу. Я согласилась и пошла домой, чтобы посоветоваться с отцом. Ее отец также подтвердил это, сказав, что она взяла 300 сомони и козу и отдала Хабибу вместе с национальным паспортом. Потом мы долго искали Хабиба, неделю, 2 недели, месяц. Наша проблема не решилась. Однажды Хабиб сказал, что я нашел человека, который решит вашу проблему. Он сказал, что он здесь работает помощником прокурора. Затем Хабиб дал мой номер телефона помощнику прокурора и дал мне его номер телефона. Шоназарова не сказала, что звонила помощнику прокурора. Она сказала, что помощник прокурора несколько раз звонил и приглашал встретиться, проконсультироваться и решить вопрос с вашим паспортом. Затем весть дошла до молодежи района. Я спросил, что случилось в Харуге в прокуратуре. Они тебя оскорбляли, унижали. Она сказала, что нет никаких оскорблений, никаких унижений, но беседа была слишком долгой, и я очень устала. Тогда я спросил, что вы хотите от председателя области. Шоназарова сказала, что если есть возможность, помогите мне получить загранпаспорт и уехать в Россию. Я сказал, что это невозможно. Во-первых, это незаконно, а во-вторых, будет проведена строгая проверка. Если они это узнают, то вас либо посадят в тюрьму, либо отправят обратно. Тогда ее отец сказал, верните наши деньги, наш скот, козу и наш национальный паспорт.
Я сказал, что нет проблем, позвонил соответствующим людям, и через 2 дня они вернули им компенсацию. Я сказал, что у вас есть еще вопросы, они сказали нет. Потом эти ребята велели Шоназаровой все рассказать, сказать правду. Главе области то, что ты нам сказала. Но Шоназарова сказала, я сказала то, что должна была сказать. Мне больше нечего сказать. Затем я сказал тем же ребятам, то, что вы сделали, очень отвратительно, это неправильно. Это отрицательно сказалось как на вашей жизни, так и на репутации всего населения области. Представьте себе молодого человека из Бадахшана, который сделает то же самое в другой части Таджикистана. И люди отнесутся к нему так же, то что мы должны думать о дружбе народов. Я сказал. Во-вторых, чем вы думали, когда снимали на видео? Честно говоря, нелогично звонить человеку по одному телефону, вместо того, чтобы этим звонком унизить этого человека. Пока не факт, что здесь имело место оскорбление. Я спросил девушку, не делал ли помощник прокурора непристойные предложения сексуального характера во время разговора. Девушка сказала, нет. Он просто сказал, давай встретимся, посоветуемся и решим вопрос с паспортом. В мире сегодня сотни людей звонят другим людям, мужчинам и женщинам, знакомым и незнакомым. Сказать, что один звонок – это оскорбление, неправильно. Нет никаких фактических доказательств того, имело ли место оскорбление. Особенно, когда речь идет о проблеме, о вмешательстве третьей стороны, это совсем другое. Весь конфликт начался с этого Хабиба Махмадова. Главный виновник дела Хабиб Махмадов, который потребовал деньги и товары, но не смог этого сделать и связал Шоназарову с помощником прокурора. Поэтому, если мы посмотрим на этот инцидент, все проблемы начались именно здесь. Если он не мог выполнить работу, он должен был прийти и сказать «прости, я не смог», и на этом бы все закончилось. В современном обществе позвонить человеку – это не оскорбление или унижение. Каждый из нас ежедневно звонит 10-15 людям. Мы звоним и просим мужчин и женщин, знакомых и незнакомцев, но это не оскорбление. К тому же никто не знает содержание разговора, о чем он, о чем шла речь, какова была тема разговора, было ли оскорбление, давление или насилие. Конечно, нет и не могло быть. Поэтому в таком случае судить об этом звонке человека, что это было оскорблением и унижением чести, в 21 веке недопустимо. Здесь нет психологических проблем, потому что я спросил, было ли оскорбление? Она сказала, нет. Следовательно, конфессия исмаилитов – это очень свободная религия, где мужчины и женщины равны и нет особых ограничений в отношении того, кто с кем говорит. Нет смысла оскорблять, унижать или ассоциировать это с другой конфессией. Когда эти двое даже не встретились, возникли все эти вопросы и все эти противоречия домыслы. Эти двое никогда не встречались, как их можно винить? Естественно, кто-то приходит к председателю, председатель на него влияет. Что произошло? Как это произошло? Что сказал? Думаю, они не достигли этой цели, потому что, когда пришла Шоназарова, и мы поговорили с ней, из ее разговора стало ясно, что она не сказала того, что от нее ожидали. Когда я спросил ее, есть еще что сказать, она ответила «нет». Ребята сказали, что многого она не сказала. Перед нами сказала одно, перед председателем другое. Шоназарова сказала, что инцидент был именно таким. Возможно, здесь было воздействие, но оно не увенчалось успехом. Я видел много подобных случаев, как они играют, но Шоназарова этого не делала и не требовала ничего лишнего. Ребята не удовлетворились беседой. Я сказал, кто совершил преступление, не ходите к преступнику. Приходите сначала в органы. Если государственные органы и силовые структуры не отреагировали на ваши проблемы или вы не обратили внимания, вы можете подать жалобу в вышестоящие органы. Во-первых, преступление не должно быть совершено. Если оно совершено, виновный должен быть привлечен к ответственности. Это не означает, что преступник не может быть привлечен к ответственности. Преступление должно быть наказано. Расследование входящих и исходящих телефонных звонков Шоназаровой Зухро показало, что Шоназарова Зухро лично звонила Абирзода Абдусатору 12 раз и говорила в общей сложности 59 минут 87 секунд.
При этом Абирзода Абдусатор связывался по телефону с Шоназаровой Зухро всего 4 раза и говорил 1 минуту 6 секунд. Этот факт подтверждается материалами уголовного дела за номером 61154. В то время у меня не было табуляграммы звонков. Если бы я знал, что девушка позвонила первой, я бы сказал: «Моя дочь, ты позвонила первой, скажи мне, что ты сказала, что он сказал». Но она сказала, что тот позвонил первым. Но она ни разу не сказала, что звонила помощнику прокурора. Сейчас я увидел табуляграмму и понял, что она меня обманула. Однако нигде не сказано, что девушка, исповедующая исмаилитскую конфессию, не должна звонить человеку другой конфессии, другой нации, другой расы, не разговаривать с ним, не выходить за него замуж. Сегодня сотни девушек-исмаилиток выходят замуж за суннитов, христиан, католиков и представителей других религий, и никто им не запрещает этого делать. Сегодня мы должны сохранять чувство патриотизма, государственности, уважения к истории и цивилизации на национальном уровне, ценить выше местных обычаев и традиций. Об этом следует помнить молодым людям, потому что каждый из них иногда бывает за пределами Бадахшана и в других частях Таджикистана или в каком-то другом уголке мира. Но национальные ценности с нами должны быть везде. 2 марта 2020 года прокуратурой Горно-Бадахшанской автономной области в отношении Зиёбекова возбуждено уголовное дело номер 61154 по статье 189, часть 3, пункт А «Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды». 181, часть 3, пункт А «Захват заложников» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. С 3 марта 2020 года Зиёбеков Гулбидин был официально объявлен в розыск. Он и его сообщники игнорировали неоднократные вызовы следователей и не являлись в органы правопорядка для дачи показаний. Следственные органы в 2020 году 5 раз, а в 2021 году 4 раза вручали Зиёбекову официальные повестки, однако Зиёбеков каждый раз оскорблял сотрудников правоохранительных органов, сознательно и умышленно отказывался являться и давать показания. В феврале-марте 2020 года первый заместитель министра внутренних дел Республики Таджикистан генерал-лейтенант Аламшо Зода Абдурахмон Аламшо 3 раза проводил разъяснительные беседы с его братом Зиёбековым Интизором Зиёбековичем с целью, чтобы Зиёбеков Гулбидин добровольно явился в органы правопорядка. Для этого 26 августа 2021 года начальник управления Государственного комитета национальной безопасности по Горно-Бадахшанской автономной области генерал-майор Салимзода Абдусамат Мумин встретился с председателем Джамуата Гадуалиева Рошкалинского района Латиповым Мукимом Лоджваровичем, братом обвиняемого Зиёбекова Гулбидина Зиёбековым Интизором Зиёбековичем и их соседом Тавакаловым Эраджем Искандаровичем, и предупредил, что обвиняемый Зиёбеков Гулбидин, находящийся в официальном розыске, должен явиться в следственные органы. Однако тот каждый раз игнорировал официальный вызов правоохранительных органов. Зиёбеков Гулбидин Зиёбекович, житель села Тавдем Джамуата Гадулиева Рошкалинского района, разыскивался правоохранительными органами. В связи с этим 26 августа 2021 года меня пригласили в Управление Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан по Горно-Бадахшанской области вместе с жителем села Тавден Тавакаловым Эраджем Искандаровичем, близким соседом Зиёбекова Гулбидина. Со мной и Тавакаловым Эраджем беседовал глава ГКНБ Пакбао Салимзода. Салимзода попросил передать Зиёбекову Гулбидину явиться с повинной в следственные органы, иначе он будет арестован и принудительно доставлен. Также было отмечено, что в случае добровольной явки Зиёбекова Гулбидина в правоохранительные органы ему будет назначено более мягкое наказание. В тот же день я поехал в село с Тавакаловым Эраджем, встретился с Зиёбековым Гулбидином и объяснил ему ситуацию. В ответ Зиёбеков Гулбидин заявил, что не сдастся в органы. В соответствии с частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан в случае отсутствия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также свидетеля или потерпевшего без уважительных причин по решению дознавателя, следователя, прокурора или судьи, либо по судебному назначению правоохранительные органы доставляют его в принудительном порядке.
Зиёбеков Гулбидин 27 октября текущего года примерно в 22 часа подъехал на автомобиле БМВ без регистрационного номера к зданию отдела Государственного комитета национальной безопасности в Рош-Калинском районе и с провокационной целью поставил на большую громкость музыку в своем автомобиле. Не удовлетворившись своими противоправными действиями, он прокричал: «Я Зиёбеков Гулбидин, давайте, арестуйте меня. Никто не может меня арестовать. Как хочу, так и буду гулять по территории Рош-Калинского района». Он рассказал мне, что 27-28 ноября около 22 часов я подошел к двери отдела ГКНБ в Рош-Калинском районе, прибавил громкость музыки в машине и громко сказал, что я гражданин Зиёбеков Гулбидин, никто ничего не может со мной сделать. Как хочу, так и буду гулять по району. 25 ноября этого года члены организованной преступной группы города Харога и Рош-Калинского района устроили незаконный митинг на площади Исмоили Сомони в Хароге, преследуя свои преступные и другие корыстные цели. Я не видел ни одного приказа и не слышал речи Его Величества Агахана, который когда-либо призывал своих последователей к войне, оружию, митингам или собраниям. Он всегда утверждает, что надо действовать в рамках закона государства и требований правительства. Ни в одном из его выступлений не было речи о применении насилия, принуждения, давления, и я уверен, что не будет. В этот день прокурор Харога Рауф Зода Носирджон Тоджидин и другие прокуроры были жестоко избиты членами организованных преступных групп Харога при исполнении служебных обязанностей в связи с расследованием смерти Зиёбекова Гулбидина в Харогской областной больнице, в результате чего получили серьезные телесные повреждения. Обвиняемые с целью незаконного захвата и поджога напали на жизненно важные государственные объекты, здания исполнительного органа государственной власти города Харог и области. С особой жестокостью они избили начальника ОМВД города Харог, полковника Муборака Адамзода Абдурахмона Кодири и командира роты внутренних войск войсковой части 3503 МВД Республики Таджикистан майора Джаборова Рустама Махмадраджабовича. Организованная преступная группа ранила Муборака Адамзода Абдурахмона ножом, у майора Джабарова насильно захватила автомат Калашникова с магазином и 30 патронами, тем самым совершив тяжкое преступление. В ходе незаконного митинга в городе Харог при исполнении служебных обязанностей по обеспечению безопасности населения были избиты 3 сотрудников органов национальной безопасности. Их здоровью нанесен тяжкий физический вред. Членами организованных преступных групп был захвачен автомат Калашникова сотрудников органов национальной безопасности с боекомплектом. Кроме того, в ночь с 25 на 26 ноября этого года группа неизвестных лиц несколько раз пыталась напасть на пограничный отряд города Харога. В результате принятых мер военнослужащими был дан отпор, после чего группа покинула объект. 27 ноября текущего года, примерно в 14 часов, председатель Горно-Бадахшанской автономной области Мирзонабод Алишер Худоберди встретился с митингующими на площади Исмоили Сомони города Харога. Он призвал протестующих строго соблюдать общественный порядок, покинуть площадь и не нарушать спокойствие народа. Председатель области в пределах своих полномочий дал исчерпывающие ответы на вопросы участников незаконных митингов, также отметил, что для объективного расследования происшествия 25 ноября 2021 года Генеральной прокуратурой Таджикистана создана оперативно-следственная группа и проводятся проверочные мероприятия. Протестующие из хулиганских побуждений и чувства ненависти умышленно напали на председателя области и его приближенных с ножами и топорами, чтобы причинить серьезный вред их здоровью. С угрозой для жизни нанесли тяжкие телесные повреждения председателю области Мирзонаботу Алишеру Худоберди.
депутату Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан ее зода Азизу Кодиру и сопровождающим их лицам. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены сделать предупредительные выстрелы в воздух, чтобы предотвратить продолжение хулиганских действий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 328, часть 2, 330, часть 1, 237, часть 3, подпункты А и 110, часть 2, подпункты А и Ж Уголовного кодекса Таджикистана. Ведется предварительное расследование. Бадахшан занимает особое место среди других туристических регионов Центральной Азии благодаря своей красивой природе. Следует отметить, что в рамках объявления периода развития села, туризма и народных ремесел Горно-Бадахшанская автономная область была включена в одно из лучших туристических направлений, и интерес отечественных и зарубежных туристов к этой прекрасной местности растет из года в год. Природу Горно-Бадахшанской автономной области составляют цветы, кустарники, целебные источники и лекарственные растения. Кроме того, тополя украсили города и районы области. Тополь – самое редкое дерево в Горно-Бадахшанской автономной области. Его история на этой территории насчитывает более века. Каждое дерево необходимо защищать, постыдно рубить тополя. Эти деревья нужно беречь. Хотя это высокое дерево не дает плодов, наши предки использовали и защищали его для украшения вокруг городов и районов, а также в качестве строительного материала. Но в последние годы из-за неуважения группы неосведомленных людей к плодам своих предков некоторые жители региона срубили тополя и использовали их в своей преступной деятельности. В результате хулиганства и диверсии организованной преступной группы 25-28 ноября этого года в Хароге вырублено 61 дерево, в том числе 17 хвойных деревьев и 44 тополя, посредством которых была перекрыта международная трасса Душанбе-Харог-Кульма. Прекращена доставка товаров и продуктов, приостановлено движение транспортных средств, что нанесло финансовый и экономический ущерб на миллионы самани стране, предпринимателям, жителям области и республики. Организованные преступные группировки в Хароге не удовлетворились своими противоправными действиями и принудительно конфисковали грузовик «Дулан», ехавший по маршруту Кульма-Харог-Душанбе, принадлежащий Мирзо Алиеву Хайрулло Джионхоновичу, 1982 года рождения. Жители города Куляб Хатлонской области использовали его автомобиль для незаконного частичного перекрытия центральной дороги в Хароге, что привело к финансовым убыткам водителя на десятки тысяч самани. 28 ноября автомобиль был остановлен в центре Рушанского района группой неизвестных молодых людей. У Мирзо Алиева Хайрулло насильно было отобрано 1700 самани. Здравствуйте, жители Бадахшана. Я Хайрулло из города Куляба. 25 ноября приехали из Мургаба в центр Харога. Нас закрыли на 3 суток. Затем приехали в Рушанский район, и у нас забрали деньги. Это не по-мужски. Жители Бадахшана, не занимайтесь разбоем. Мы тоже можем обижать вас в Кулябе. Напротив, когда ваша машина выходит из строя, мы быстро приходим и помогаем вам. Приютили вас в своих домах. Мы тоже можем прийти на автобазу 2920, где вы часто останавливаетесь, и обижать, грабить вас. Соблюдайте законы. Из-за 2-3 преступников вы закрыли нас на 3 суток. Разве это хорошо? Как водитель КАМАЗа я отвез свой груз из Мургаба в Харог и спросил сотрудников ГАИ, открыта ли дорога. Они сказали «да». Но, к сожалению, ко мне подошла группа из 5-6 молодых людей и сказала, что я остановил машину, дорога закрыта. Они срубили деревья и бросили их посреди дороги. Я сказал на памирском языке, чтобы они открыли дорогу. Я из Бадахшана. Они ответили: вы видите это большое дерево, которое мы только что срубили? А на следующий вы увидите такие большие деревья, через которые ты не сможешь переехать. В связи с незаконным блокированием дороги главарями и членами организованных преступных группировок, водителям и пассажирам дороги Харог-Душанбе в определенной степени причинен материальный ущерб. В настоящее время следственные органы проводят предварительное расследование. В
В целом, экономическому и социальному сектору Горно-Бадахшанской автономной области нанесен материальный ущерб на 7 миллионов 717 тысяч 915 самани. В отношении членов организованных преступных группировок возбуждено уголовное дело. Оперативно-следственной группой Генеральной прокуратуры Таджикистана ведется предварительное расследование. Специальные службы, зарубежные организации, а также экстремистские структуры используют политическую, социальную и общественную ситуацию в любой стране в своих интересах для достижения собственных целей. Финансирование преступных группировок является основной миссией подобных так называемых свободолюбивых организаций. Согласно подтвержденной информации, предатели нации и заинтересованные группы с целью обострения ситуации, создания беспорядков, нарушения мирной жизни жителей Хорога, продолжения незаконных митингов 26-27 ноября 2021 года направили из-за рубежа лидерам организованной преступности в Хороге, Аслишо, Наврушо, Хурсанду и Курбону первый раз 500 тысяч российских рублей и 13 тысяч долларов США, во второй раз. Полученные деньги руководство ОПГ потратило на вовлечение молодежи в незаконные митинги, преступления и другие корыстные цели. Выявленные факты задокументированы и переданы в прокуратуру. Лидеры и члены организованных преступных групп предупреждают о том, что им необходимо прекратить преступную деятельность, добровольно явиться в следственные органы и компенсировать ущерб, причиненный их преступными действиями. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства к лицам, добровольно явившимся на следствие, применяются смягченные меры наказания. В случае неявки в следственные органы к виновным будут применены строгие меры. Целью искоренения преступности, беспощадной борьбы с организованными преступными группами необходимо сотрудничество и содействие каждого достойного жителя общества. Я уже пожилой человек. Когда услышал эту историю, поверьте, я не спал 3 ночи и 3 дня. Это работа, организованная в интересах отдельных людей. Ведь испокон веков бадахшанцы совершали только добрые дела, созидали, строили дороги. Посмотрите, правительство республики создало для нас такие хорошие условия, и сегодня нам в ответ нужно проявить творческий подход. Вместо того, чтобы сегодня продвигаться вперед, заниматься спортом и повышать авторитет страны в других странах, молодые люди организуют митинги. Что это такое? Одна группа подонков сегодня испоганила всю область. Мы, старшее поколение, осуждаем это. Я обращаюсь ко всем жителям Ишкашимского района с просьбой охватить всех наших детей учебой и советую им не заниматься другими грязными делами. Мы не должны поддерживать таких личностей, которые наносят ущерб родине и народу. Конечно, мы, старшее поколение, обязаны организовывать подобные мероприятия среди подростков, молодежи, школьников, организаций, учреждений, сообществ, создать специальные пропагандистские группы и объяснять людям, что у нас есть глава государства. Связь с организованными преступными группами представляет серьезную угрозу для развития и стабильности государства, общества и различных сфер жизни страны, мировоззрения и нравственности молодого и здорового поколения нации. Каждое действие организованных преступных групп в отношении экономики и уровня благосостояния жителей Горно-Бадахшанской автономной области несет серьезный финансовый, этический и психологический ущерб, отбрасывает развитие области на десятилетия назад. Где мы были, в каком положении и где находимся сегодня? Никогда не следует забывать, что были годы, когда в том же Рошкалинском районе люди не могли найти куска хлеба. Мы раньше не могли поверить, что доберемся до Душанбе за один день на автомобиле, но даже не ожидали, что будем жить в Душанбе. Сегодня жители Гбао живут и работают в лучших домах в центре Душанбе. Во многих случаях лидеры организованных преступных группировок используют слово «народ» как прикрытие. Они представляют себя заступниками народа. Таким образом, они ведут заблудших людей на погибель. Однако на фоне вышесказанного заинтересованными группами совершены серьезные преступления, о которых должен знать каждый житель Бадахшана и не допускать, чтобы их имя было запятнано.
термин «население» означает человека, человечество. Это неустойчивый юридический термин, который не используется ни в одном юридическом документе, так как нация, язык, культура. Согласно статье 6 Конституции Республики Таджикистан, только президент, Маджлиси Милли, Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан имеют право выступать от имени всего народа Таджикистана на совместном заседании. Как вам известно, рассматриваемые вопросы изучаются, оцениваются и решаются в пределах компетенции прокуратуры во взаимодействии с гражданским обществом. С этой целью к расследованию уголовных дел привлечены 7 представителей гражданского общества. Вы знаете, сейчас идет расследование со стороны Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан. Здесь в Губау находится в Хароге военный прокурор в составе группы военной прокуратуры, Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан. И мы, как представители гражданского общества, участвуем в расследовании этих событий, которые были с 25 по 28. Процесс расследования идет в соответствии с законом Республики Таджикистан. И мы, как представители гражданского общества, участвуем во всех следственных мероприятиях по данным делам. Я Махмадшоев Хурсант, житель города Харога. Представляю гражданское общество в расследовании событий 25-28 ноября, которое ведется следственной группой Генеральной прокуратуры вместе с несколькими другими представителями гражданского общества. Следователи следственной группы вместе с представителями гражданского общества проводят расследование в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Борьба с организованной преступностью – это не только работа правоохранительных органов, она также охватывает сотрудничество и помощь всех слоев общества. Ведущая сила общества – это интеллигенция, учителя, педагоги, сотрудники творческих коллективов. И сегодня коллективная деятельность этого слоя общества должна быть усилена. К сожалению, интеллигенция, учителя, работники и ответственные лица государственных органов региона и его городов и районов ведут несовершенную и слабую деятельность по воспитанию подрастающего поколения, оставляя неосведомленную молодежь в распоряжении организованных преступных групп. Кроме того, ответственность родителей за обучение своих детей не отвечает повседневным потребностям и требует от нас больших усилий. Проблема противодействия незаконным действиям организованных преступных групп – это, по сути, борьба за сохранение культуры, самобытности и национального самосознания в целом.